Традиционно, как это делают в авиации, самолет встречают водным салютом. Таким образом принимают воздушные суда, которые впервые приземлились в местном аэропорту. Встречают первопроходцев хлебом с солью, в данном случае национальными лепешками с творогом. Наше национальное блюдо. Самолет приземлился по расписанию, и пассажиры спешат покинуть борт. В числе встречающих и председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин, который лично приветствует первых пассажиров из Самары. Как вы долетели, как рейс? Хорошо, очень быстро, замечательно, спокойно. Но новый самолет, очень комфортный, да, тихий, прям очень все хорошо. Я поздравляю с праздником, очень замечательно. Желаю всей республике, всем людям, которые здесь живут, счастья, здоровья, процветания, успехов и долгих-долгих мирных лет. Спасибо всем. Услуги авиаперевозок оказывает российская авиакомпания Red Wings, а этот самолет Сухой Суперджет 100 произведен в России. Авиакомпания Red Wings входит в число лучших в стране, и это первый рейс, который они выполнили в аэропорт Магаз. Я вообще впервые в качестве гражданина. Ну, дай бог не последний, да. Надеюсь, Я думаю, вы прилетите к нам не по работе, а на отдых. С удовольствием. Вы знаете, что у нас очень красивые места. У меня появится места. свободное время. Да. Мы вас приглашаем. Спасибо большое. За наш счет даже. Благодарю. Буду очень рад посетить ваше место. Сергей, расскажите, как прошел перелет? Перелет прошел спокойный, над Каспием немножко поболтало. Ну, а так, в плане ничего. Полоса хорошая. Все хорошо у нас, да? Взлетная Полоса, полоса ну, хорошая, достаточно ровная. Без ямок. Да, без ямок, без всего. Как долго летели? 2 часа 10 минут. Самара-Магаз-Самара – первый новый рейс, который организован после присвоения аэропорту Магаз статуса международного. На данном этапе будет один рейс по маршруту в каждую пятницу. Ближайшая воздушная гавань, из которой летает самолет по этому направлению, находится в Минеральных водах, и востребованность в этом авиасообщении должна быть высокой. Мы проводили видеоконференцию с представителями туристического бизнеса Самарской области. И они подтвердили, что да, устойчивый спрос и постоянно растущий спрос есть на это направление из Самары к нам, туристы. То есть, как вы знаете, географически Ингушетия находится в центре Северного Кавказа, можно сказать так. И для туристов, которые следуют не только к нам, но и в соседние регионы, это тоже будет очень удобный рейс, прямой рейс. Вы знаете, что через Самару открывается все Поволжье, открывается Сибирь, открывается Урал. То есть Самарский аэропорт в настоящее время очень хороший хаб, из которого очень большой разлет. То есть направо Казахстан, прямо Сибирь, налево Урал, там очень удобные стыковки есть. Я думаю, даже если кому-то из пассажиров нужно лететь там в Сибирь, то ему легче не через Москву полететь, а через Самару. Это будет удобнее и дешевле. В планах также наладить прямые авиасообщения еще с несколькими российскими городами. Бизнес, туризм всегда развивается в России, в Ингушетии, да, поэтому мы надеемся, мы будем это направление толкать, развивать, потому что есть и дополнительные предложения, которые поступают к нам по другим рейсам, которые мы работаем, такие как помимо Самары, хотел отметить, это Сочи будет у нас, Тюмень, Ростов, над которым мы еще будем работать. Работа по запуску нового маршрута велась с прошлого года. Нужно отметить также невысокий ценник на билеты. Стоимость перелета от 3900 рублей. Муслим Ганиев, Адам Далаков. Новости 24.